Салям Дуслар! Я рада вас приветствовать на ежегодном традиционном празднике Сабантуй. Меня зовут Ралия Галеева. Я являюсь помощником главного судьи по борьбе Куреш на Сабантуй. В этом году Сабантуй проходит в онлайн-режиме, и это дает нам уникальную возможность поближе познакомиться с главным состязанием Сабантуя татаро-башкирской национальной борьбы Куреш. В этом нам помогут две известных спортивных личности города Новосибирска, которые знают этот вид состязания изнутри. Начнем мы с Гайнудинова Гаяза Абзаласовича, который является главным судьей по борьбе Куреш на Сабантуе. Он расскажет нам о самой борьбе и ее правилах. А продолжим мы с Галеевым Мансуром Гарифовичем, который является трехкратным призером России, победителем Сибирского федерального округа и неоднократным призером международных турниров по борьбе Куреш. Мансур покажет нам основные виды приемов в борьбе, виды бросков. Также мы с ним прокомментируем видео с борьбы прошлых Сабантуев, дадим оценку действий партнеров в схватке и расскажем, что правильно они делали, что нет. Ну что, начнем? İstenmesiz hayırlı dostlar, bayram bilen sizni kutlayman, sağlık sizge, байлық и туземлек. В борьбе у нас нету никаких весовых категорий. Вот. Раньше, боролись на земле. Вот. Выходили 50 килограмм парень, мужчина, на 150. И боролись, и 50-килограммовый выигрывал, и 150 выиграл. Так что это вид борьбы, он, все виды борьбы, они почти что все одинаковые. Но у них там есть правила. Вот здесь правило, соперник соперника должен оторвать. И вот на поясницу привязывают, в общем, на правую руку привязывается кушак, называется. Говорят, вот там веревка или раньше был, полотенце привязывали, пояс такой. Вот. И он должен, по размерам, как сейчас вот говорят, 180-150 сантиметров длиной. Вот. А на левую руку и на поясницу накидывается каждому вот это полотенце. Вот. И встают борцы, встают спортсмены в крестовый захват. Как говорится, захват уже готовый, из-за него не надо бороться. Вот. Одной рукой ты левой рукой держишь за полотенце, а правой у тебя там такая завязка сделана, что если ты ее распустишь, то захвата уже не будет. И, самое большое правило, ты должен соперника своего оторвать от ковра, от земли и бросить. Бросить через спину, броском бедро сделать, как говорится в сленге борцов, прогибом через спину, через голову. Бросок через грудь называется. Можешь его просто поднять, оторвать и как вот ребенка маленького положить на землю. Не обязательно тушировать. Туше это значит прикоснуть соперника лопатками к ковру, к земле. И здесь не обязательно. Вот на Сабантуях не обязательно. Есть поясная борьба, там и считают баллы, и по баллам. А здесь, праздник. Вот. И бросок производится, не делается никаких запрещается делать подножки, подсечки. Вот заступ только можно. Заступил за ногу и поднял соперника на грудь и бросил. Вот. Его оторвать надо от земли. Самое главное оторвать. Но она отрывается даже доли секунды. На это есть судья. Он должен смотреть. Не должны никаких, как говорится, неприличных приемов, не бодаться, не кусаться, как я обычно говорю, на ковре. На ковре самое главное это судья. Его должны слушаться не беспрекосновенно. Свистнул, начали работать только по свистку.
и остановиться по свистку. Вот и вся борьба. Вроде как и легко, но не так-то легко оторвать человека от земли. Потому что он сопротивляется. Все же борются. Борьба это жизнь. А жизнь это борьба. Вот в этом и заключаются все виды спорта. Единоборства. Куреш — это национальная борьба татаро-башкирская. Экипировка борцов — это зеленый цвет, соответствующий кушак зеленый, красный цвет, кушак красный, шорты, трико и борцовки. Кушак наматывается на правую руку. Покажу как. Это малая часть, большую часть закидываем и на ладонь. Берем захват. Так. Положение: крестовой захват. Правый крестовой захват. Правая рука под левую руку соперника. Берет захват 20 сантиметров. Должно быть не меньше 20 сантиметров. И на спине. Запрещается упираться в живот сопернику. Потом головой упираться. Голову так тоже нельзя, да? Упираться нельзя, в лицо нельзя, плечо нельзя. Все это прием запрещается. Голова должна быть лежать на плече. Да. Основные приемы в куреш — это бросок прогибом. Это чистая победа. Бросок прогибом. Есть несколько разновидностей. Это было просто. Зашагиваем за ногу. За одну сторону. Смотри туда. Еще раз можно за шагом, Мансур, пожалуйста? Ой, как красиво, да? Да. Вообще обалденно. Можно будет под седом бросок. Угу. Зашагивание за другую ногу. Угу. Можно с выводом соперника за спину. Угу. Смотрим внимательно, запоминаем. И еще внимание. Сила — это маятник. Маятник, запоминайте. Ну вот, это основные броски, которые применяются в куреш. Сегодня у нас в гостях мастер спорта по греко-римской борьбе, трехкратный призер России, победитель Сибирского федерального округа и неоднократный призер международных турниров по борьбе куреш Галеев Мансур Гарифович. Всем привет! Пара. Сегодня мы здесь собрались с вами, чтобы показать видео с прошлых сабантуев и именно с борьбы куреш, и комментировать их, чтобы вы понимали, что происходит на Майдане, какие правила существуют, почему выбирает судья этого победителя, вот, что засчитывается, что не засчитывается и так далее. Вот. Давайте попробуем. Давайте. Так, ну это моя первая схватка. Это финал уже Это уже борьбы. финальная схватка с У нас Сабантуевым. Мгм. Судья нас ставит в стойку. Вот в синем Пытается. это Мансур, чтобы вы понимали, это его схватка.
Сейчас он со стороны себя будет смотреть, как он ведет У борьбу. меня аж в дрожь. Воспоминания, да? Так, первая попытка не засчитывается, был зацеп за ногу. Мгм. Такое нельзя, да, у нас в борьбе? Запрещается подсечки, подножки, зацепы в борьбе. Мгм. На колено вот сейчас был тоже соперник. Опять пытается зацепить. Бросок, Мгм. Молодец. победа. Что за бросок был? Это бросок прогибом. Мгм. Самый распространенный бросок. Вот сейчас даже увидите. Вот еще раз. Вот это прям вот идеально чистая победа. Почему чистая победа? Чистая победа — это когда соперник должен оторвать от ковра и бросить на обе лопатки. Мгм. Так, тут у нас Тут борется Оскар, вот в желтом, синем, синей футболке Оскар с Татарстана, по-моему, из Бугульмы. А его соперник это наш земляк. Илья Семенюк. Мгм. Илья Семенюк весит около 110 килограмм, а Оскар около 150. Да, и по возрасту Оскару где-то больше 35 лет, а Илье еще Был- 20 нету. Сейчас увидели бросок, который не засчитывается. Не было отрыва от ковра. Мгм. И, кстати, оба мастера спорта тоже по греко-римской борьбе. Мгм. Захват. На самом деле не очень легко поднять, вот, держась вот так за кушаки. Я сама пробовала. Ничего не получилось. Какая-то техника должна быть, навык какой-то быть. Ну, это нарабатывается с годами, Мгм. оттачивается. У тебя хорошо получается. Спасибо. Ищут слабые места у соперников. Ждут моменты, наверное, да? Да, когда тут- ждут момента, кто ошибется первый. Попытка не оценивается, так как тоже не было отрыва. Судья поднимает стойку. А бывает так, что борцы договариваются между друг другом? О, что это было? Это был срыв, он тоже не засчитывается, так как был... То есть он не специально отпустил, Он да? не специально, да. Видимо, руки уже кушак Скользкие, мог, да, мгм. скользкие. А напряжение огромное. Мгм. Такой вес, конечно, Да. как кушаки дерутся. Просто у нас в борьбе запрещено отпускать, да? Да, распускать, если ты взял захват, уже нельзя распускать кушак. Это будет оцениваться как предупреждение. Вот сейчас что происходит? Мы маленько перемотали, потому что там неудачные попытки были, чтобы это долго не смотреть. Вот основные моменты борьбы покажем. Закончился первый период. По истечению периода, если не выявлен победитель, 3 минуты период идет. 3 минуты, да. И завязываются кушаки уже. И борьба идет до первого технического действия. До первой попытки. Да. Либо до Проще говоря. Да. Захват. Судья настраивает. Ну так намного легче бросить, когда завязано. То есть ты руками уже не сжимаешь, да? Ну да, проще контролировать уже соперника. Вот попытка, бросок, чистая победа. Мгм. Вот Оскар у нас уже 3 раза приезжал в Новосибирск, по-моему, из Бугульмы. Вот, и 3 раза побеждал. Забирал хорошие призы всей на родину. Так, это тоже с Новосибирска. Оба? Дамир Шарафиев с Новосибирска и соперник с Красноярска. В зеленом Да. майке, это из Красноярска. И судит, кстати, судья тоже с Красноярска. Он как бы не официальный судья именно на нашем Сабантуе, но он приехал поделиться опытом, показать свою систему судейства, и мы охотно дали ему эту возможность, предоставили. Так, борьба. Попытка, отрыва не было.
бросок не оценивается. Бывает такое, что борцы во время схватки договариваются, кто победит? Ну, были случаи. Такие случаи были у нас с Рамилем, С братом, да? с братом. Брат Да. тоже борец. Да, мы как бы, ну, договаривались, кто как будет бросать, кто выиграет в этот раз. Ну, приз, наверное, в одну семью идет, да? Да. В основном это между братьями происходит. Либо борцы договариваются, чтобы потом поделить, может быть, приз. Ну, кто-то соглашается, кто-то нет. Это очень редко бывает. Так, продолжаем смотреть борьбу. Так, бросок. Нет. Отрыва не было, да? Отрыва не было. Время закончилось. Так, время закончилось. Да? Да. Не был выявлен Мгм. явный победитель. А скажи, пожалуйста, вот у нас на борьбе идет своя система судейства, как народная, да, считается, а есть еще же по баллам. В чем разница и какая система легче? Конечно, в профессиональной борьбе, кураж, который проводится уже на чемпионатах мира, России, там идет бальная система. Там, если при броске на бок, на плечо, получается двухбальные, Мгм. 2 балла. Если на живот, на колени 1 балл. И только оценивается чисто победа на 2 лопатки. Вот как только что было. Дамир Шарафиев бросил Да, на лопатки, бросил, да? да, Мгм. на обе лопатки, и если бы он даже перекатился. Мгм. Какая система проще? Ну, для меня проще... Сразу, да? Да, сразу. Чистая когда Ну, победа. что усталость, наверное, да? Все равно сковывает, когда долго борешься, каждый балл завоевываешь. Да. Так, это борется у нас Илья Семенюк И с Татарстана. и парень с Татарстана, да. Он Ну, здесь служил в армии. разница в весе видна. Ну, техника у парня хорошая. Ну, там в Татарстане все занимаются кураж. Бросок, вот, чистая победа. Мгм. А он на лопатки бросил или нет? Да, Мгм. чисто на обе лопатки. Ну вот, вы посмотрели все видео. Попытались. Мгм. Теперь в следующем Сабантуе до стола мы соберемся на Майдане уже, где-то в парке. И вы, смотря борьбу, уже сможете сами видеть, как борцы борются между собой, что правильно делать, что неправильно, почему судья так сделал, почему свистнул. То есть будете понимать уже более подробно, качественно. Ну, я Вам постараюсь. интереснее будет смотреть. Я постараюсь тоже в следующем году еще поучаствовать. Надеемся. Все, всего доброго, всем спасибо за внимание. Спасибо, пока.